Кажется, и смысла нет перечислять все титулы казанских волейбольных клубов. Их по несколько каждый сезон, и прошлый не исключение. «Зенит» и «Динамо» – обладатели Кубков России. Успех наших команд положительно влияет на развитие детско-юношеского спорта. Сегодня волейбол в Татарстане второй по популярности вид спорта в республике. Им занимается без малого 40 тысяч человек. Только на примере основных команд можно воспитать и юное поколение. Теперь задача заняться и непрофессиональным волейболом, например, среди студентов. Ее озвучил президент Федерации. Задача не ставится выйти там на рекорды какие-то, там завоевать первые места. Главное, чтобы эти секции, кружки и созданные вот эти вот формирования спортклуб начали действовать и будут в нашей республике. Но для этого нужны кадры. В районах и детских школах не хватает тренеров. Помочь их подготовить должна целевая программа. После того, как профильный вуз заканчивают ребята, мы делаем определенные преференции. Нам президент Руслан Николаевич помог. То есть у нас и единовременные выплаты, есть определенная там социальная карта. Без тренера, к сожалению, мы не сможем двигаться вперед. Увлечь волейболом задача концепции до 2022 года. А с прошлого года республиканский статус обрела Лига школьного волейбола. Стараемся развивать этот вид спорта. Вот скоро будет зональный этап школьной волейбольной лиги. Муниципальный этап мы уже провели. Дети очень охотно занимаются волейболом, тренировками, не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. Как рассказали, стимул есть. Уже в 2022 году Казань увидит большой волейбол. В столице пройдет мужской чемпионат мира. Рамиль Галиуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.